Заявлений, которое было в октябре, ноябре, декабре, они вообще-то основывались на том, что мы купили большое интересное предприятие для нас, для группы КВ. И, естественно, собираемся это предприятие эксплуатировать по полной программе. В ближайшее время, на то, что, я думаю, будут еще поступать какие-то вопросы, мы планируем, как и раньше я заявлял, это прием на работу рабочих и служащих, и инженерно-технических работников. Ориентировочная цифра, которую я указывал, это 1300-1400 человек, которые будет принято. В ближайшее время, по моим планам, мы прогнозируем это запуск прокатного передела, то, что является наиболее экономически целесообразным на сегодняшний день. Поэтому мы интенсивно сейчас занимаемся поиском и закупом квадратной заготовки, покупной заготовки со стороны, основываясь на том историческом опыте, который был раньше. И то, что раньше Лейплайс Металлург, когда была реконструкция электроселектронного комплекса, закупал заготовку в Беларуси и других источников, эти же рычаги мы хотим на сегодняшний день применить и запустить в ближайшее время прокатный передел. Darbs vēl, protams, paliek un ko darīt ir. Nav man pārvaldības šis galvenais aktīvs, varbūt nozīmīgākais aktīvs ir palikuši atsevišķi īpašumi nepārdoti nekustamie īpašumi. Tāpat tās arī Kaļķu termināls, bet tur gaida sarunas starp kreditoru un nodrošināto kreditoru. Pircēju potenciālo ir vēl dzīvoklis, bet tā savā ziņā tie nav nozīmīgi aktīvi. Protams, arī otrs ir juridiskās nianses, ir tiesvedības process, kas ir uzsākts, kas ir jāpaveic. Tā kā prognozēt, cik ilgi vēl būs maksāt nespējas process, es nevaru. Tas ir atkarīgs. Jāpagarina, visticamāk, termiņš. Jā, diemžēl likums saka mans pārdošanas plānu. Mans pārdošana iespējams arī pabeigšu līdz noteiktajam termiņam, bet jebkurā gadījumā maksāt nespējas process būs ilgāks, līdz ar to tas termiņš būs jāpagarina. Естественно, то, что предприятие